мы поняли, что фигура Ардзинба пока еще недооценена и в историческом, и в политическом масштабе. Леонид Махкамов, журналист, корреспондент ведущих изданий. Последние 14 лет работал гендиректором журнала «Российская Федерация сегодня». Кинематографист. Долгое время работал главным редактором киностудии «Таджикфильм». По его сценариям снято 7 художественных и более 30 документальных фильмов. В данный момент Леонид Алиевич – представитель Госфильмофонда России в Республике Абхазия. Все то, что сделал Владислав Григорьевич, позволяет говорить о том, что его имени место в таком ряду имен, как Мандела, Махатма Ганди, Фидель Кастро, Даниэль Ортега. Это известные всему миру люди, которые были лидерами борьбы своих народов за независимость и суверенитет своих государств. В мае киностудия «Сухумфильм» представит зрителям свою дебютную работу – полнометражный фильм о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба. Премьеры состоятся в Абхазии и в Москве. Это произведение двух кинокомпаний Госфильмофонда и новой кинокомпании «Сухумфильм». Хотелось бы сказать несколько слов о том, как и почему объединились в этой работе Госфильмофонд и новая киностудия «Сухумфильм». Пальма первенства принадлежит в этом генеральному директору Госфильмофонда России Николаю Михайловичу Бородачеву, который уже 10-12 лет назад хотел каким-то образом сотрудничать с Республикой Абхазия. Как кинематографисту ему было неловко узнать о том, что в нынешней Абхазии нет ни одного действующего кинотеатра. И зрители Абхазии не имеют возможности смотреть фильмы в нормальном формате. В 2014 году удалось эту идею возродить. И, что очень важно, получить живой отклик от серьезных людей, очень ценящих национальную абхазскую культуру и готовых сделать очень многое для ее дальнейшего развития. Идея возрождения абхазского кино кружилась над республикой уже давно и не безосновательно. Если говорить о изобразительном искусстве, о музыкальной жизни, о музыкальных возможностях Абхазии, то в принципе есть все основания полагать, что кинематограф состоится. Абхазия вообще как бы специально созданный континент для кинематографа. Я имею в виду и природные данные, пластичность местного населения, богатство культуры, состояние различных видов искусств и прочее, прочее, прочее. В том числе, конечно же, для Абхазии очень важно одно обстоятельство – выход на международную арену. Это не единственный проект киностудии сегодня. Расходы на создание этого фильма полностью оплатил Госфильмофонд, а еще половину расходов тоже на полнометражный документальный фильм под условным названием «Жертвоприношение» Госфильмофонд внес половину материальных средств, а вторую половину внесла Республика Абхазия. Так что в этом году уже будет снято 2 полнометражных документальных фильма совместных. Уже можно занести себе в актив то, что отправлены на учебу, из Абхазии уже 2 человека в Россию. Есть и проекты, рассчитанные на перспективу. В том числе был объявлен конкурс на лучший сценарий, либо тематическую заявку на литературный сценарий. Как для документальных фильмов, чтобы производила киностудия «Сухумфильм», так и для художественных фильмов. Мы ждем от авторов, предложений. Мы приглашаем в этом участвовать писателей, журналистов и даже студентов, которые чувствуют свою какую-то тягу к кинематографу. Мы бы хотели, пока
вот как в качестве пожелания, включая в перспективный план фильмы цикла «Русские в Абхазии». Много людей, которые интересны зрителю России, которые уже, ну так скажем, 25 лет уже не имеют такой тесной связи с Абхазией, поскольку живем мы фактически в разных странах. И очень приятно, что над фильмом трудились много именно абхазских специалистов. Уже объединяются люди, но нужно будет, конечно, вот первый фильм — это тоже как бы часть объединительной политики. Люди должны поверить в то, что возможно делать вместе. Ну, в данном фильме, в данном проекте, например, ну что, приняли участие с абхазской стороны, значит, продюсер, редактор фильма, консультант картины, само собой разумеется, редактор картины Сергей Арутюнов, консультант картины Аслан Авицба, сопродюсер картины Кисоу Хакба. Вторым оператором на картине работала Наала Авицба. То есть вполне достойное представление даже в первом проекте. Естественно, что это будет расширяться, и никто не полагается на российские кадры. Но для того, чтобы молодые кинематографисты скорее прошли путь становления, необходимо просто приглашать сюда людей, которые могут передать опыт, свои навыки и ускорить процесс вызревания местных кадров. Генеральный директор Госфильмофонда России Николай Бородачев рекомендовал включить российско-абхазскую картину о первом президенте Республики Абхазия Владиславе Ардзинба в программы всех киномероприятий, которые Госфильмофонд проводит в странах дальнего и ближнего зарубежья и в самой России, в том числе республиках Северного Кавказа. Речь идет о становлении и развитии собственного абхазского национального кинематографа. Задача очень трудная, если говорить о том, что потребуются определенные специальности, кадры, потребуются технические материалы, потребуется очень дорогостоящая аппаратура и прочее, прочее. Тем не менее, Госфильмофонд принимает на себя большинство расходов. В истории абхазского народа 1937-1953 годы стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа как такового. В одночасье реформатор Ардзинба из активного участника глобальных политических преобразований превратился в бывшего депутата несуществующей страны. Для него был только один выход. Или доводит свое дело до конца, или он остается здесь, живым или мертвым. Если погибать, значит всем погибать вместе с нашими ребятами. Очень часто яркие таланты, гениальные люди быстро сгорают.